Добрый день, дорогие друзья, дорогие соотечественники. Сегодня я буду говорить опять о деле Шарафиддина Гадоева и постараюсь говорить коротко, насколько это возможно. Итак, что открыло дело Шарафиддина Гадоева? Дело Шарафиддина Гадоева открыло очень много, как положительного, так и негативного для таджикского правительства, для таджикского общества и для международного сообщества. Сегодня Шарафиддин Гадоев находится в качестве политического заложника в руках таджикских властей. Это факт. Шарафиддин Гадоев похищен на территории России. Это тоже факт. Это факт, подтвержденный исследовательской группой расследования, международной группой расследования. Есть фотографии, есть видео, подтверждающие этот факт, есть показания свидетелей и очевидцев. И эта группа расследования продолжает свою работу, очень эффективную. И это все может иметь большие, серьезные негативные последствия для таджикского режима. И в целом для, может быть, даже экономики Таджикистана. Значит, нынешняя власть находится сегодня в положении цукцванг. Есть такое положение в шахматах, когда игрок загнан в такое положение, когда каждый следующий шаг будет хуже, приведет к худшему положению, чем то, в котором он сейчас находится. Из этого цукцванга есть один маленький, единственный путь спасения ситуации и выравнивания положения. И я об этом скажу позже. Значит, те мультики, которые показала МВД Таджикистана, опереточные мультики с участием заложника, политического заложника, похищенного, насильственно перевезенного, подвергшегося пыткам человека, на котором была порвана рубашка, окровавленная рубашка, и есть фотографии и видео, будьте уверены, и порвана куртка, и Шарафиддином Гадоевым было оказано сопротивление при задержании, при похищении. Значит, все это свидетельствует о том, что власти себе купили в России большую проблему. Таджикские власти заплатили дорого, называется сумма $1 миллион, но эта покупка обойдется еще дороже, будьте уверены. Значит, если говорить в целом, стратегически, не вдаваясь в подробности, то сегодняшний день вот это вот положение, в которое капкан, в который загнала себя власть при помощи
я не знаю, как сказать, недостаточно дальновидных или, может быть, каких-то очень коварных людей или сил во власти. Значит, этот капкан стратегически является следствием философии или психологии вражды, значит, которую исповедует таджикская власть, таджикский режим Эмомали Рахмона с 1992 года. Значит, есть в таджикском руководстве партия войны, гвардия, да, старая гвардия, гвардия войны, которая убеждает руководство, что вот так надо действовать, да, что нужно воевать на уничтожение. Это психология вражды, это психология войны, что есть враг. Да? И вот это вот понятие, которым оперируют таджикские власти, официальные средства массовой информации, правительственные тролли, называя каждого, кто посмеет подумать, сделать шаг вправо, шаг влево, да, позволить себе иное мнение свободное, да, или, не дай бог, критику в адрес властей, а не дай бог, в адрес самого, так сказать, первого лица, да, их называют изменниками Родины, врагами народа, да, вот это вот враг народа, да, это идет со сталинских времен. Вот это вот сталинские выкормыши, да, сталинские, так сказать, незаконно рожденные дети сеют вопреки Конституции, закону, вопреки просто нормальному, так сказать, человеческому представлению и представлению о морали и нравственности, сеют вражду и ненависть. И по политическому признаку, по национальному, по религиозному, по даже, так сказать, внутри одной религии в исламе, да, между суннитами и шиитами, между суфиями и салафитами и так далее, очень много этого всего в Таджикистане, к сожалению, да, власть разделяет и властвует. Она считает, что это правильная стратегия. И вот эта вот стратегия, порочная стратегия, привела сегодня таджикскую власть в капкан, в тупик, да, в яму. Вопреки той цели, которую поставил Рахмон перед административной машиной, подготовить почву для, мы все понимаем, да, для 2020 года, для транзита власти, так сказать, передачи семейной власти, да, по наследству. Вот это вот партия войны, ястребы, они привели, нехотя, а может быть со злым умыслом, этот режим вот в такое положение. Таджикская власть, вот эти инвалиды войны на одном костыле, представляющие таджикскую власть, они выстрелили себе в ногу. То есть они и так без одной ноги, без опоры, с опорой только на одну часть, на устрашение, на репрессии, да, без опоры на общество, без опоры на, так сказать, иные мнения в обществе, на оппозицию, на одной ноге, они выстрелили себе в единственную ногу. У них остались только костыли. Значит, они подорвали устойчивость власти тем самым. И повредили вот этому проекту 2020 года, потому что дискредитирована не только старая гвардия и, так сказать, сама стратегия власти, но дискредитирована и молодая гвардия, да, которая должна прийти на смену старой гвардии. Она дискредитирована в политическом плане. И, то есть, еще не начав политической карьеры, это все будет иметь большие последствия. То есть, эти люди, их заморали
замазали в одном из серьезных международных преступлений, похищении людей, в торговле людьми, в которой замешаны разные силы. И, как вчера сказал заместитель председателя Национального альянса Таджикистана Алим Шарзамолов, и ведущая компания, авиакомпания «Саманэйр», участвовала много лет в различных похищениях и торговле людьми, контрабанде людьми с территории России и так далее. Значит, последствия могут быть очень серьезные. И очень-очень-очень эти последствия не понравятся тем, кто хотел бы подготовить условия для, так сказать, благоприятные условия для транзита власти, спокойного транзита власти. Значит, благодаря вот этому похищению, вот этому международному скандалу на счету у доверия таджикской власти, вопреки всем стараниям таджикской дипломатии об улучшении имиджа Таджикистана на международной арене, создании инвестиционного климата благоприятного, получения там, грантов, получения кредитов, вливание, поиск доноров для развития экономики, в том числе Рагуна. Да. Удар, вот эти вот ваши мультики будут иметь большой мультипликативный эффект по всем направлениям. Это удар по таджикской дипломатии, по многолетним ее, так сказать, стремлениям создать имидж цивилизованного правительства, цивилизованных властей. Это свидетельство того, что надо закрывать к чертовой матери и Центр стратегических исследований, не только отправлять в отставку, но вообще закрывать, да? И аппарат президента не нужен, и парламент не нужен, ничего не работает. Это эффективность zero. А на счету доверия международных партнеров не только zero, минус к вам, к этой власти. И это все благодаря тому, что вы похитили человека, находящегося под международной защитой с территории другого государства. И мы это уже доказали, и вам это еще докажут. И вас ждут серьезные последствия по всем направлениям. Это направление может быть аресты счетов юридических и физических лиц, причастных к похищениям, потому что это не одно дело похищение Шаруфеддина Гадоева. Оно потянет за собой все остальные дела, многолетние похищения. Это похищение Махмад-Рузии Искандарова, это похищение Максуда Ибрагимова, это похищение, это исчезновение Эхсона Удинаева и много-много разных других с разных стран, в том числе из России, ну, не только с России, это и убийство Умара Ликуватова. Значит, все это сходило вам с рук, в том числе убийство Умара Ликуватова до определенного времени, но вы попали в капкан, сами себя загнали в капкан, значит, и это все потянет большое расследование, от которого не поздоровится. Значит, для Саманэйр это может быть запрет полетов, арест счетов, арест самолетов, большие убытки, которые понесет власть
благодаря вот этим умникам, которые выкрали Шарафиддина Гадоева. Также это может ударить по алюминиевой промышленности и, как я сказал, уже по Рагуну. Вот, значит, ну, это вкратце, да, вкратце. Ваша партия войны оперирует такими понятиями, как вот враг народа, да, захват языка, даже один ваш агент написал. Некоторые даже упрекают, что Шарафиддин Гадоев поехал в Россию, что Россия токсична, да, что контакты с российскими дипломатами токсичны для вас. В России, так же, как и в Таджикистане, есть разные партии и разные башни, да. И в 1992 году одна башня поддержала одну сторону, а начиная с 1994 года другие силы в России стали работать на мир, на заключение мира. Но вы продолжаете по-прежнему оперировать понятиями гражданской войны, и вы ведете гражданскую войну по-прежнему не только против оппозиции, вы ведете эту войну на уничтожение своих граждан, на уничтожение прессы, на уничтожение адвокатуры, на уничтожение инакомыслия политических партий, физическое уничтожение в том числе. Значит, рано или поздно любая война, которую вы ведете, как в 1997 году она закончилась миром, благодаря переговорам, в том числе с российской стороной, так и это гражданская война, которую вы продолжаете вести против своего народа ради сохранения власти, кормушек, награбленного, тоже закончится переговорами и миром. Потому что народ уже понимает, народ бежит из этой страны, экономика в большом упадке, Таджикистан уже находится в самом низу всех рейтингов, мировых рейтингов, вместе с рядом африканских диктатур. И это неправильная стратегия. Это контрпродуктивная стратегия. Значит, от того, что вы похитили Шарафиддина Гадоева, выгоды вам зеро, ноль. Потому что ваши мультики не имеют никакого влияния, никакого доверия. Значит, как вы его не сможете использовать никаким образом. Потому что он дезавуировал все ваши, так сказать, попытки, все вот эти вот ваши мультики заранее, предполагая, предвидя, что вы захотите его использовать. Значит, все ваши попытки обречены на провал. Из этой ситуации, значит, есть один маленький выход, есть один шанс возможностей. Это продолжить ту линию, с которой вы начали, да, объявив, что Шарафиддин Гадоев находится на свободе. Собственно, если он находится на свободе, если он свободно приехал, да, как вы утверждаете, в Таджикистан, он может также свободно выехать, покинуть Таджикистан и вернуться в Европу.
Значит, я очень не рекомендую, настоятельно вам не рекомендую прикасаться к Шарафиддину Гадоеву и пытать и оказывать на него психическое или какое-то еще давление. Да? Значит, вы не думаете, что то, что вы делаете, да, что вы собираетесь делать, это никому не известно. Мы знаем так или иначе о том, что вы делаете и что вы собираетесь делать. Да? Значит, я вам просто вот серьезно говорю, и на самом деле об этом уже говорил председатель Национального альянса Мухиддин Кабири. Я советую вам, так же как Мухиддин Кабири, так же как Алим Шарзамонов, выход, который будет в интересах всех. Да? Прежде всего в интересах таджикского государства. И даже планов, ваших планов, да, по транзиту власти. Значит, этот выход таков. Вы можете использовать единственный шанс освободить Шарафиддина Гадоева, дать ему встречу, доказать, что он свободен, дать ему встречу с дипломатами и дать ему выехать и сделать Шарафиддина послом мира. Да? Пусть он вернется в Европу, и ваши предложения, которые вы не та партия войны, да, не та партия, не те ястребы на одной ноге, которые выстрелили себе в ногу. Вы можете спасти положение только если вы отпустите Шарафиддина, не будете его держать в заложниках и позориться дальше, да, и углубляться в этот капкан и в эту яму. А если вы его отпустите обратно в Европу, и это начнет процесс перезагрузки, которую вы хотите на самом деле, да? И то, что смешная вчера новость мне попала на глаза по поводу заявлений, совместного заявления бывших представителей группы 24 о том, что после того, как они вернулись в Таджикистан добровольно, группа 24 больше не террористическая. Значит, террористы вот они, а те, которые за границей, значит, они больше не террористы. Да, это очень смешно. Вот я очень смеялся. Значит, ну прекрасно, прекрасно. Значит, это вот давайте продолжим. Вы освобождаете Шарафиддина Гадоева, вы вместе с ним отправляете в Европу свои послания, свои предложения. Мы их рассмотрим. И Шарафиддин Гадоев может потом с вами связываться и, значит, передавать наш ответ. Это первый шаг. Значит, второй шаг. Вы освобождаете всех политических заключенных, всех. Вы реабилитируете Исламскую партию Возрождения, которую вы оболгали, потому что у вас тут нет на руках никаких фактов, кроме обвинений. И ваш замминистра юстиции на днях подтвердил, что вот этот так называемый мятеж, да, так называемый мятеж генерала Абдухалима Назарзуда был только поводом, что вы и так собирались закрыть Исламскую партию Возрождения для того, чтобы обеспечить, так сказать, вот этот вот процесс, вот этот транзит власти в 2020 году. Это все понятно, это всем ясно, всем разумным людям. Вот
Вот такие шаги. Значит, без опоры, без изменения стратегического мышления, без отказа от психологии вражды, когда оппозиционер для вас враг народа и изменник Родины, вот без отказа от этой психологии и терминологии, когда оппозиционер может быть оппонентом, соперником, но никак не врагом, потому что это наш гражданин, имеющий по Конституции все такие же равные права, как и вы, на политическую деятельность, на свободу мнения, на свободу слова, на свободу вероисповедания и так далее, и так далее. Значит, я очень настоятельно рекомендую вам отказаться от деления граждан Таджикистана на людей первого сорта и второго сорта. Оппозиционеры, будь они религиозные или светские, будь они члены Исламской партии Возрождения или другой партии, так же, как и представители Народно-демократической партии власти, имеют по Конституции и от природы, и от Бога те же права, которые имеют все, имеете вы. Да? Конституция, которая написана Тахиром Абджабором и Халифа Бобо. И потом в редакции которой принимал участие Устод Отахон Латифи. Я очень рекомендую, очень настоятельно призываю вас пересмотреть вот эту психологию, вот эту философию, потому что вы ведете Таджикистан в никуда. Вы ведете Таджикистан 27 лет. Это прекрасное свидетельство того, и вот это вот событие, что вы завели себя и весь Таджикистан черти куда. Не может быть согласия одной рукой, да, вот одной, любой, правой или левой, да. Значит, то, что вы делаете, загоняя оппозицию, надевая на нее наручники, вы надеваете наручники на руки всего Таджикистана. Вместо того, чтобы заниматься экономикой совместно, да, вы тратите огромные ресурсы. Это народные ресурсы. И также награбленные свои деньги, средства. Все внимание и все силы вы тратите только на оппозицию. Не проходит и дня, как у вас в прессе, по телевидению, в газетах там, и так далее, не звучит имя Кабири, Сайдину Саистравшани, Алима Шерзамонова, значит, говорите, бред несете, значит, про меня, что я там не таджик, что я другой национальности и так далее, значит, что я там безбожник там, и так далее. Вот, значит, это все такой бред, да, это бред сумасшедшего, то, что чем вы занимаетесь, вместо того, чтобы заниматься экономикой, заниматься созданием рабочих мест, улучшать инвестиционный климат, чтобы вернуть тысячи, да, 2 миллиона граждан Таджикистана скитаются по миру в ужасном положении. В каком положении они в России, там мало того, что вы их похищаете, значит, вы не защищаете этих людей, наших граждан, наш народ. Над ними издеваются, их обманывают, их убивают, им отрезают головы,
их сжигают заживо. Каждый день привозят гробы, по 2 гроба, да? Как будто таджикский народ на войне, да, вы отправили его на войну, это потери, ежедневные потери. Вместо того, чтобы заниматься экономикой вместе, совместно, собрать мозги, вместе 2 руками и 2 ногами, вы сделали из Таджикистана инвалида. Вы сами инвалиды. И моральные, и физические, и политические, и экономические. Вы далеко не уйдете. Если вы не сделаете то, что я предлагаю, вот этот курс переговорный, освободить Шарафиддина Кадоева, освободить политзаключенных, реабилитировать Исламскую партию Возрождения, освободить средства массовой информации Таджикистана от цензуры и давления того, что журналисты, лучшие журналисты бегут, мозги бегут из Таджикистана в Европу. Если вы не сделаете этого сегодня, вы это сделаете вынужденно завтра. Если вы этого не сделаете потом, это сделают без вас. Таджикистан будет свободным, Таджикистан будет демократическим, в Таджикистане будет равноправие, Таджикистан будет конституционным. Мы восстановим конституционный строй, которому вы изменили. Если вы это не сделаете, если вы не пойдете по этому пути, значит, это сделают после вас. Будьте уверены. Если вы это не сделаете, вы не только политическое поражение потерпите, вы потерпите поражение по всем фронтам. Вам награбленные деньги не помогут. Абсолютно. Запомните. Всего доброго. До свидания.